Всероссийская акция «Посадить дерево» прошла в селении Нестеровское. Не просто детский сад, а центр развития ребенка вот-вот откроется в Магасе в 9-м микрорайоне. Творческий вечер Айшат Кадзоевой прошел в Национальной библиотеке имени Джамалдина Индиева. Это новости 24. Здравствуйте. С 1 октября в трудовом законодательстве страны вступит в силу ряд изменений. Так, на руководство организаций, фирм возлагается обязанность освободить сотрудников от работы на период прохождения диспансеризации. Для граждан предпенсионного и пенсионного возраста продолжительность составит 2 дня, остальные – 1 день. Оплата будет проходить по среднему коэффициенту зарплаты. Изменения коснутся и многодетных семей. Согласно новым поправкам, работодатель обязан предоставить родителям ежегодный оплачиваемый отпуск в любое удобное для этой категории граждан время. Также правительство страны внесло на рассмотрение в Государственную Думу законопроект, касающийся повышения размера оплаты труда, денежного довольствия граждан, проходящих военную службу. Так, с октября 2019 года размер месячного оклада будет повышен на 4,3%. Прогнозируется, что в 2020 году он будет увеличен на 3,8%, ну а в 2021 на 4%. С 1 октября также произойдет увеличение военной пенсии на 7,75%. Всероссийская акция «Посадить дерево» дошла до Нестеровской. Там к национальному проекту «Экология» примкнули активисты, депутаты муниципалитетов Сунжинского района, партийцы и просто местные жители. За день удалось высадить 500 саженцев – и ясень, и клен. Обогатить лесной фонд и, соответственно, внести свой вклад в улучшение экологического состояния страны. Такова главная задача этих активистов. В стране уже на протяжении 90 лет проводят акции по посадке деревьев, созданию скверов, аллей, парков, озеленению территорий. Главным инициатором масштабных мероприятий по высадке деревьев в стране ежегодно выступает Федеральное агентство лесного хозяйства Российской Федерации. Заботиться об окружающей среде и в нашей республике. Пополнить лесное богатство взялись неравнодушные жителей селения Нестеровская. Надеемся, что этот вклад поможет сохранить нам экологию, подаст пример подрастающему поколению. И в будущем, надеемся, на продолжение таких акций партия «Единая Россия» будет продолжать принимать в них самое активное участие. Национальный проект «Экология» входит 11 федеральных программ, и все они направлены на сохранение и приумножение природных ресурсов страны. Для посадки выделили такие деревья, как ясень и клен. Всего 500 саженцев. Важно учитывать особенности ухода за деревьями, выбор места с наилучшими условиями корневой системы, определение состояния почвы, расстояние между высадками деревьев и другие факторы. Клич о защите окружающей среды, брошенный по всей стране, подхватил и молодой активист Рамазан Баркинхоев. Я в соцсети Instagram увидел пост, что проходит такая акция сельское поселение Нестеровское «Посадить дерево». Решил принять участие, так как это для верующих людей, это благое деяние. Решил немножко помочь, это нетрудное дело. Также хочу попросить всех жителей Нестеровска, чтобы они немножко хотя бы поливали их. Нестеровское участковое лесничество нуждается в облагораживании территории и в других косметических работах. Высадка саженцев – это лишь первый шаг к благоустройству. Учитывая то, что площадок для леса у нас большие, территория лесного фонда большая, огромная достаточно, но таких, скажем, местечковых площадок не так много, поэтому мы решили облагородить нашу территорию нашего лесничества непосредственно. Для наилучших показателей экологической составляющей региона работа по основным ключевым направлениям национального проекта будут продолжаться и дальше. Их реализация запланирована до 2024 года. Жадат Хулухоева, Адам Мережков, Джамалел Тамасханов, Новости 24. В Магасе в 9-м микрорайоне близится к завершению строительство первого детского сада и одновременно Центра развития ребенка на 220 мест. Здесь намерены в каждом детеныше выявить максимум способностей. Для процесса воспитания и образования предусмотрели все. Отдельные требования и к персоналу. Начали возводить объект в прошлом году. Он обошелся в 150 с лишним миллионов рублей. Подробности у Микаэлы Тангиева.
До официального открытия детского сада в 9-м микрорайоне остается совсем немного времени. Здесь уже проделан огромный фронт строительных работ. Трехэтажное здание было возведено в кратчайшие сроки, а совсем недавно завершили внутреннюю и внешнюю отделку помещений. Практически объект, можно сказать, 90-93% примерно так вот готов. Завозим сейчас мебель, оборудование, пищеблоки. Полностью ведутся работы по озеленению территории. Полностью отведены места для детских площадок игровых. Внешний фасад здания красочно оформили различными яркими цветами, а впереди расположился фирменный логотип образовательного учреждения. Что касается внутренних помещений, на первом этаже будут находиться младшие ясельные группы, а также пищевой и медицинские блоки. На этажах повыше по плану предусмотрели более 100 различных помещений, залов и кабинетов для игр, интеллектуального и физического развития, а также других направлений. Здесь будут кабинеты специалистов. Здесь мы планируем физкультурный зал, будет лекционный зал, компьютерный класс. Далее у нас будет развит шахматный клуб. Если взять доп. Образование, у нас будет качественная подготовка к школе, вокал, хореография, куда придут узкие специалисты, которые действительно занимаются своей специальностью. При возведении объекта большое внимание уделили и дизайну. На стенах коридора графически изображены планы и проекты, которые планирует реализовать руководство будущего центра развития «Детский сад «Маленький гений». Кроме того, у педагогов будет возможность посетить библиотеку, где есть выбор методической литературы. Отдельное внимание хотят уделить патриотическому воспитанию детей. Будет прекрасный мини-музей, где мы будем готовить детей в духе своих традиций, обычаев своего ингушского народа. Здесь будет дизайн флоры и фауны нашей республики. Дальше дети будут изучать еще флору, фауну Африки, Америки, России, потому что наш ребенок, сегодняшний современный ребенок, он должен получать достаточно инновационного характера вот эти проекты. По словам руководителя центра, их образовательное учреждение также станет площадкой, где будут проходить практику студенты вузов и СУЗов. К тому же на базе детского сада откроют различные направления. Сюда входят группы коррекционного характера, дополнительное образование в виде кружков и секций и многие другие. А обучать всему этому детей будут квалифицированные педагоги со всей страны. В этом центре будут организованы 2 федерального значения площадки. Это будет площадка от Института семьи и детства, который курирует Минобр России. Будет внедряться самая лучшая в стране программа «Вдохновение». Другая площадка от Института психологической службы. Мы заключили договора с ними. Уже эти площадки имеют лицензию. Мы с ними наладили вопрос о том, что наши педагоги будут у них повышать квалификацию, ездить в Москву. И дальше я планирую, что на Северном Кавказе он будет одним из лучших центров, а может быть и в России. Сдать объект в эксплуатацию планируют уже в декабре этого года. Михаил Тангиев, Адам Далаков, Новости 24. Россиянки стали рожать в 1,5 раза меньше. Снижение рождаемости наблюдается во всем мире, в том числе и в нашей стране, которая по числу детей в среднем на одну женщину обгоняет Украину и Италию, но идет позади Нидерландов и Исландии. Согласно данным Росстата, на одну среднестатистическую женщину в России сейчас приходится условных 1,6 ребенка, тогда как в 1960 году этот показатель был 2,5. Стоит отметить, что в Ингушетии рождаемость одна из самых высоких в стране. Так, в регионе только в 2017 году родилось почти 7900 новых жителей. За это же время население снизилось на 1554 человека за счет умерших. Сегодня второй день открытого чемпионата по джиу-джитсу. Соревнования, напомню, проходили во Дворце спорта «Магас» имени Берда Ивлоева. Побороться за звание чемпиона в Ингушетию приехали спортсмены со всех регионов Северного Кавказа и не только. От нашей республики были представлены 2 команды в количестве 20 человек. Харун Аздоев расскажет об этом подробно. Оспорить право сильнейшего вызвались более 600 борцов, среди которых и ингушские атлеты, достойно представившие наш регион. Двухдневное мероприятие по регламенту включало в себя молодежное первенство, чемпионат мастеров и турнир в разделе «Ноунги».
предусматривающий борьбу без кимоно. Вступив в ряды этого вида единоборств, Ибрагим Евлоев ярко дебютировал на соревнованиях. Переквалифицировавшись из пауэрлифтера в джиу-джитсеры, он показал отличную технику борьбы в партере. Особенности поединка включают элементы удушающих приемов и болевых рычагов, успешно применив один из которых, наш борец весовой категории 98 кг вышел в финал чемпионата, где ему будет противостоять мастеровитый соперник из Дагестана. С подсказкой нашего тренера, это мне очень сильно помогло. Я чуть силы не рассчитал и связки порвал сопернику. Конечно, жалко с одной стороны, то, что так получилось. Но это борьба, тут без травм никак не бывает, в любом случае это спорт. Бои проходили параллельно на 6 борцовских коврах. Для всех спортсменов эти соревнования – хорошая возможность попрактиковаться, а также оценить свои силы. А для некоторых участников этого чемпионата джиу-джитсу не просто разновидность единоборств. Сарот Сарукян, представляющий Ставропольский край, решил принять участие в турнире с целью пропаганды японского боевого искусства и патриотического воспитания молодежи в своем родном городе. Изначально я тренер. В Ставрополе так сильно не развит грэпплинг на самом деле. Тяжело там тренироваться практически негде, поэтому можно сказать, что я не тренируюсь. То, что я здесь выиграл и сейчас еще борюсь, это все для моих учеников. Я хочу, чтобы они мотивировались этим. Больше всего для этого делаю. Спасибо организации ВБЖ, спасибо им за то, что проводят такие турниры. И спасибо в любом случае всем соперникам, которые выделили время, приехали сюда. Исходя из такой конкуренции, которая была на турнире, выступление наших борцов можно назвать успешным. Сборную команду республики подготовил старший тренер по джиу-джитсу Ильяс Хашагульгов, который, кстати, тоже принял участие в обоих разделах турнира и занял место лидера весовой категории 80 кг. По итогам чемпионата в копилке ингушской команды 11 медалей, 2 из которых высшей пробы. Мероприятие не осталось без внимания со стороны администрации Назрани, руководитель которой подчеркнул значимость проведения подобных соревнований. Я сам бывший спортсмен, был и в сборной Беларуси, и в сборной Советского Союза, поэтому я со средой спортсменов очень знаком и никогда с этой среды не выходил. Поэтому развитию спорта и увлечению туда молодежи и детей мы будем уделять особое внимание. Это будет одно из приоритетных направлений. Таким получился первый в спортивной истории Ингушетии открытый чемпионат по джиу-джитсу. Каждая медаль, добытая нашими борцами, стала закономерным итогом их труда и силы воли. Непростой путь был у наших атлетов, но все же они смогли порадовать своих болельщиков. Ждем еще больших результатов в последующих соревнованиях. Харон Аздоев, Тамерлан Ужахов, Новости 24. Правила дорожного движения закрепляли в Центре образования Магаса. К младшеклашкам пришел инспектор ГИБДД, прочитала ребятам лекцию, продемонстрировала, какими нехитрыми подручными гаджетами можно обезопасить себя, переходя трассу. Муса Измайлов с подробностями. Сегодня мы хотим вам с учителем рассказать и напомнить об основных правилах перехода проезжей части. Увеличение автотранспорта на дорогах, ускорение ритма жизни усиливает актуальность вопросов безопасности для всех участников дорожного движения, в особенности для детей. От систематического изучения правил дорожного движения напрямую зависит сохранение здоровья и жизни маленьких пешеходов. Юные участники сегодняшнего мероприятия это прекрасно понимают. С тобой на краю проезжей части, да? Куда нам нужно сначала посмотреть? Налево, потом направо. Умничка. Он рассказал нам не только о дорожных знаках, которые можно встретить возле школы, но и знаки, которые можно встретить на дороге. Например, если на знаке нарисована больница, то значит поблизости есть больница. О поведении на дорогах важно говорить именно после летних каникул, уверены педагоги. Здесь срабатывает известная пословица «повторение – мать учения». К постижению этой истины сами школьники относятся с воодушевлением. Ребята подготовились основательно, сделали аппликации светофоров, выучили стихи. Движением переполнен наш Магаз, бегут машины в ряд. Цветные светофоры и днем, и ночью горят. Автобус, Я узнала, что есть подземный пешеход и наземный пешеход. Когда есть наземный пешеход, то там не всегда встречаются светофоры. Но когда есть светофоры, что мы делаем? Когда включается красный, мы ждем, а когда зеленый, мы идем. Говорили здесь и о важности светоотражающих элементов на одежде школьников. Такие нашивки уменьшают риск возникновения чрезвычайных ситуаций на дороге.
Они должны быть впереди и обязательно должны быть сбоку. Есть сбоку? Есть сбоку. И обязательно они должны быть на лямочках. Жизнь и здоровье детей во многом зависит от них самих же. Поэтому для родителей и преподавателей очень важно своевременно и доступно объяснять ребенку правила дорожного движения, информируя его таким образом о существующих рисках для собственного здоровья. Так что польза таких профилактических мероприятий неоспорима, отмечает классный руководитель Мадина Эльдиева. Детишкам было очень интересно познакомиться с теми знаками, с которыми они не были знакомы, и также обновили знания, которые у них были, как правильно переходить разные виды переходов, то есть надземный, наземный, подземный, также как вести себя в транспорте, как правильно выходить из школьного автобуса, ну и всякие такие те моменты, которые дети и так знали, конечно, но все равно обновили для себя. В рамках Всероссийской недели безопасности дорожного движения сотрудники госавтоинспекции посещают общеобразовательные учреждения и проводят с учащимися школ пятиминутки безопасности. Подобные мероприятия будут продолжены на территории всей Республики Ингушетия. Мы максимальным образом должны обхватить начальные классы, самых-самых маленьких, самых юных участников дорожного движения. Но родителям мы должны в очередной раз напомнить о необходимости проработки безопасного маршрута для школьника «Дом, школа, дом». В завершении мероприятия дети подкрепили противоматериал. Инспектор вновь призвал ребят правильно вести себя на дороге и больше уделять время учебе и саморазвитию. Муса Измайлов, Рахман Суров, Новости 24. Экзотическое хозяйство, киви, китайские финики, королек, кизил, боярышника, еще малина. Темпы у фермера Магомеда Кадзоева завидные. Ну а сейчас аграрии начали делать заготовки на зиму. Все подробности у Даны Плиевой. Фермерское хозяйство Магомеда Кадзоева существует всего 2 года. На земле площадью 8 гектаров он выращивает арахис. А в этом году фермер решил пополнить свой сад новыми деревьями. Ну, там гуржи было, хачи разные, корж разные. 12 тысяч олбы ерш, ну, примерно, коряца, 10 тысяч гагуги. Окшер гура, ухана, яншкуги, йокиш, здесь, реализовать. Сорты разные ерш, Флорина, Либерти, Голден, Казтан, Ласхан, Син, Айдока, Биус, Семеринки, Грени Смиттях, Синажи, Первые плоды деревья дадут через 2 года, пока их надо привить. Свою работу мужчина знает хорошо. В молодости в Тюмени закончил лесотехнический техникум, а после работал главным агрономом в нескольких сельхозпредприятиях региона. Был директором ГУП «Атлас» и как опытный фермер знает, что за каждым сортом нужен свой уход. На полях растут кизил, боярышник, королек. Есть и экзотические сорта – киви, китайские финики, или как их еще называют – дерево жизни. Ведь кроме самих ягод большой пользой обладают кора и листья. Скоро кезгер хачоя кезгада елвери хаяхи yok листокш. Листоки карае, это борьба карае, листоки ягоды полезны. На 1 гектаре земли фермер также посадил порядка 12 тысяч кустов малины. Сладкую ягоду планирует разводить еще на 3 гектарах. В летние дни аграрии собирают около 80 килограммов этой ягоды. Я сорта же, начиная июня до июля до самого мороза. Халучи, гойша халер собрать, латер гой халучи зеленый, гойша не шатёк жуешь. Я хотел сутка ездить танц, через день, через 2, и латер ерморгер хуге колом, тащите мы деньги ершаху. Сейчас рабочие приготовили из собранных ягод более 250 банок варенья и компота. В скором времени в хозяйстве Магомед Кадзоев собирается установить специальную технику для изготовления различных солений, уже в автоматизированном режиме. Дана Плиева, Мака Дударова, Хамзат Халухаев, Новости 24.
Дом, в котором живет книга «Черная среда». Это произведение ингушской поэтессы Айшат Кадзоевой. Накануне у нее состоялся творческий вечер. Мероприятие провели в Национальной библиотеке имени Джамалдина Индиева. Присутствующие отмечали ее широкий взгляд на жизнь и необычайную чуткость, которая помогает сочинять красивые произведения. Репортаж нашего корреспондента. Творческий вечер ингушской поэтессы Айшат Кадзоевой собрал в уютном кругу немало почитателей ее таланта. Неспроста большинство стихов мастера пера написаны на родном языке. Он может в полной мере передать ее мысли и чувства, признается поэтесса. С малых лет, влюбившись в поэзию, она черпала вдохновение из творчества русских и ингушских классиков. Выделить кого-то конкретно, что именно этот поэт повлиял, наверное, все вместе. Вся поэзия вместе. И Гумилев, и Ахматова, и Пастернак из российских, и наши классики, Албаков, Джабраил наши. Кроме представителей ингушской интеллигенции, на встрече присутствуют и родственники поэтессы. Младший брат Дауд говорит, что семья у них большая – 5 братьев и 2 сестры. Все люди творческие, каждый умеет играть на музыкальных инструментах, хорошо поют. Сам Дауд – большой книголюб и любитель ингушской литературы. В стихах сестры мужчина находит отражение нашего горного края. Имлк му будешь свободный, имлк весь свободный, необузданный говорил, есть имлк. Мустан голос, так. Измудихан, безмух, хабадышдихан, мейр хабадыш, хакастакастыш, издиш. Мы более одиаз бабсус. Так, он скитало, он схохуешь бальки. Произведение Айшат впервые увидели свет в газете «Знамя труда» и в журнале «Литературная Ингушетия». А чуть позже они появились в сборниках «Дом, в котором живет книга. Черная среда». А 6 лет назад вышел первый сборник стихов «Доон Мохом», с которым сегодня мог ознакомиться каждый из гостей. Самым первым, кто оценил стихи начинающей тогда поэтессы, стал редактор Хаважна Костоев. Сегодня он, как один из почетных гостей вечера, решил зачитать пару строк из любимого стиха, написанного поэтессой. Да просто ажру геновы. Бег сошёрты камящим муком, толховак жайгай тукун. Лучсан на дега чудодия тукдахар. Тудуш будучи илюзия сывахар. Тут кастычы, ер мусет прени, если прени, ер мусет прени, у Айшати мэрил сет прени, у дуньянты поэзии, сет прени, садани себе геолихани, а что, аргу или йолыжи, аргу, на самом деле каждое стихотворение, оно по-новому раскрывает вот этот мир, в котором мы сегодня с вами продолжаем жить и видим только повседневность, а ее глаз творческого человека объемлет практически все. И я приятно удивлен именно стилистике ее, написанию ее стихотворений. Помимо этого, мне понравился язык, которым она пишет. Не с одного прочтения все понятно, надо еще раз прочитать, а потом еще раз. Вот это и уникально, потому что стихи, они должны, как и живопись, как и что все возвышенное, заставлять возвращаться. Выпускница Ингушского государственного университета много лет проработала корреспондентом в газете «Знамя труда». Сейчас, будучи сотрудницей научной библиотеки имени Джамалдина Индиева, ее произведения радуют и сердца коллег, выступивших организаторами сегодняшнего вечера. Мы очень любим Айшат и восхищаемся ее творчеством. И для нас очень радостно, что сегодня состоялся этот вечер, поскольку ее стихи очень глубокие. Хочу пожелать Айшат творческого вдохновения, ясных мыслей и творческого успеха. صوت
планах у поэтессы в скором времени выпустить еще один сборник. Собравшиеся на творческом вечере желают мастеру слова вдохновения и творческих успехов. Дана Плеева, Асхаб Белакиев, Новости 24. На стадионе лицея Назрани состоялись региональные отборочные соревнования по футболу. Стартовый этап собрал большое количество участников, более сотни человек от 11 до 16 лет из всех муниципальных образований региона. Турнир организован под эгидой молодежки ОНФ при поддержке Федерации футбола и Минспорта региона. Проводится с целью развития массового футбола в Ингушетии, а также выявления талантливых юных спортсменов, которые по результатам отбора получат возможность отстаивать спортивную честь республики на соревнованиях СКФО. Инициаторами данного мероприятия является молодежка Общероссийского народного фронта. Заявлено 10 команд в количестве 85 участников. Основные участники у нас Магаз, Джейрасский район, Малгобек, Гамурзиева, Сунжа. Я хотел бы показать на своих первых соревнованиях, на что я могу и на что я способен на больше. Я занимаюсь борьбой, и футбол мне помогает в определении своей дыхательной системы. То есть борьба – это сила, упорство и выносливость. А футбол, когда я занимаюсь футболом, я постоянно бегаю, постоянно душу, и мне бывает легче даже бороться. Я думаю, шанс у моей команды 100%, если мы будем работать слаженно, вместе. Я хочу унести эту победу со своей командой и поехать в Москву и показать там, на что мы способны. Летний туристический сезон завершается. Это значит, что пора подводить итоги экологического состояния маршрута в Горной Ингушетии. Специалисты Комитета по туризму проверили тропы, ведущие к древнему языческому храму Маго-Ярды. Это в Джейрахском районе. Рейд превратился в интересное путешествие с незабываемыми видами. Берем на заметку и смотрим репортаж Тамерлана Хамхоева. Если осень вступила в свои законные права, это не означает, что в Горной Ингушетии будет скучно. Многочисленные туристические маршруты, неизведанные тропы, ведущие к древним архитектурным сооружениям. На пути к языческому храму Маго-Ярды первым встречается сторожевая башня Маго-Иджел. Вот это самая красивая башня, которая находится между двумя скалами, между двумя камнями. А вот эту башню построили чисто для обороны и для защиты сигнальной. Для сигнала о надвигающемся приятеле, о враге. И она очень хорошо, красиво вписывается в окружающий ландшафт. Основную часть маршрута к храму можно проехать на машине, но самый интересный и захватывающий отрезок дороги придется преодолеть пешком, начиная от башен Салги. Вокруг этого ущелья комплекс находятся другие башенные комплексы, это такие как Гу, Ханикал, Маготи, как раз куда мы следуем. С той стороны запада у нас находится Бялган, боевая башня. Отсюда ведет свое начало род Салкхоевых, как раз по названию которой пошло название ущелья. И примечательно здесь боевая башня, которая неплохо сохранилась, если так сравнивать. К сожалению, мы видим, что машикули почти уже утеряны. Живописные пейзажи, желтеющие листва под ногами, величественные деревья. Здесь царит тишина и уединенность. И о редком присутствии человека в этих местах говорят лишь указатели, висящие на деревьях. Указатели были установлены примерно 2 месяца вот так уже назад. И путь был реально непредсказуемым, так как этот маршрут, эта тропинка, здесь нет, буквально в смысле нету тропинки, здесь уже нет таких больших потоков туристов, поэтому нам уже пришлось брать с собой людей из нашего комитета, из нашего министерства, да также и местных жителей, которые знали изначально местонахождение Маго-Ярды. И из их слов мы пытались, целый день ушло уже на то, чтобы найти этот храм. Мы все-таки умудрились, у нас это получилось. И для нас это был уже большой опыт. Большинство туристов при посещении лесистой части Горной Ингушетии думают, что им могут встретиться дикие животные. Это особо не туристическое место, как мы заметили уже, да? Да. Поэтому здесь большинство своим бродят наши друзья-медведи, волки. Вот. Ну и мы с вами. Медведь, когда он чувствует человека, он убегает. Поэтому наши медведи, видите, вот столько у нас фруктов, боярышника, малины, барбариса. Им есть чем питаться помимо человеченки, да? Питаться, да, поэтому нам не надо волноваться, и туристам тем более. И у них
Вот из-за того, что очень большой такой рацион, хорошие корма, у них лоснящая шкура прям буквально. Самое примечательное при прохождении маршрута Магой-Эрды – это здоровая экологическая обстановка и идеальное санитарное состояние здешних мест. Нет ни фантиков или выброшенных бутылок. Нашим комитетом проводится большая работа по благоустройству. И вот недавно благоустроили вот этот маршрут. Как видите, у нас находятся здесь знаки. Специально все его сделали. И так как у нас, опять же, комитет снова воссоздан, будем проводить вдвойне, втройне вот эту работу. При выходе на гребень горы остается пройти несколько сотен метров. Храм Магой-Эрды находится на труднодоступной с одной стороне скале. Относительно датировки все еще ведутся расследования. Храм был построен, согласно преданиям, на рубеже 13-14 века. А также, опять же, есть некоторые ученые, которые говорят, что храм был христианским. И так же, как и башня, которая здесь находится, в Маготе, она имеет сход с башней Бялган, которая находится чуть дальше на запад, и которая по стилю напоминает грузинские башни. То есть это значит, что получается, что Маго был как раз родом либо с Грузии, либо дальше на юг. При посещении храма Магой-Эрды туристы, разумеется, не придают сакрального значения этому сооружению. Из-за того, что храм находится в труднодоступном месте, его практически не коснулась печать времени. Тем не менее, в некоторых стенах пошли трещины. И, возможно, скоро самым актуальным вопросом будет не развитие здесь туризма, а элементарное сохранение этого сооружения для будущих поколений. Тамерлан Хамхоев, Рахман Цуров, Новости 24. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.